Культивация, дискование почвы, засеивание и обработка своих угодий. Работы сейчас у аграриев много. Поля зазеленели, взошли первые ростки пшеницы. Сейчас самый ответственный момент. Сотрудники Россельхозцентра выезжают на очередной рейд. Основной инструмент специалистов – смартфон с GPS-привязкой. Благодаря новому гаджету обследование сельскохозяйственных угодий стало в разы легче. Специалистов интересует буквально все – рост и качество продукции, болезни, вредители и даже уровень влажности почвы. Специалистам достаточно внести в базу данных сведения, полученные прямо на месте. По результатам проделанных анализов выдать рекомендацию аграриям. На основании наших рекомендаций, на основании наших консультаций они выбирают, работают, обрабатывают свои поля. И относятся добросовестно, я бы сказала. Нет, еще нет такого, чтобы мы выдали бы или сказали какую-то рекомендацию, и чтобы было бы какое-то халатное отношение. Всего сотрудники Россельхозцентра должны охватить свыше 220 тысяч гектаров сельхозугодий. Благодаря цифровизации документооборот упростился, время на формирование отчетов сократилось в несколько раз. Ко всем необходимым пунктам специалисты должны приложить фото и видеоматериал. Если мы говорим, что на поле непосредственно какой-то вредитель, то мы должны его фотографировать или поврежденность этим вредителем. Или если болезни фиксировать, записывать, фотографировать, болезни фотографировать должны. Сорняки фотографировать должны не просто так. Это раньше было просто пришли, определили, записали и отправили. По итогам проверки полям присваивают оценку. В нашем регионе, как правило, отметка удовлетворительна. Нарушений немного, но они есть. К примеру, в активе ГУПа МАГАЗ 980 гектаров пашни. Уже засеяно свыше 300. Специалисты обращают внимание на недостаточно ровное поле, что способствует ухудшению роста озимой пшеницы и ячменя. К рекомендациям сотрудников Россельхозцентра аграрий со стажем Бихан Добриев прислушивается, благодаря чему удается минимизировать потери урожая. Средняя удовлетворительный сход у нас нехороший, потому что не было влаги. Когда мы посеяли, это все семена лежали без влаги. Засуха была. Надо с гербицидами носить инсектициды, чтобы не было всяких этих вредителей. Рейдовые мероприятия продолжатся до конца лета. По итогам фитомониторинга вырисовывается общая картина. В этом году аграриям стоит уделить особое внимание обработке посевов от вредителей, которые из-за надвигающейся засухи будут особенно активны. Идрис Ижиев, Магомед Дидигов, Новости 24.